Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Сегодня мы находимся в Новой Табаге, а конкретно в Доме культуры «Кедр» называется он. И рядом со мной Елена Филиппова, заведующая сельской библиотекой, да. А здесь при библиотеке, оказывается, есть такая замечательная музейная коллекция. Я бы назвала это даже таким маленьким музеем СССР. Ну, да? Да. Можно вернуться, погрузиться сюда в советское время, поностальгировать. Я думаю, что местным жителям очень повезло. Ну, может быть, да. Елена, расскажите, как началась вот эта вот музейная деятельность, да, и когда? Ну, мы, как и любая библиотека, конечно, хотим сохранить свои корни, собираем вот все о краеведении, о том, как формировался, как образовался наш поселок, в какое время мы жили, чем занимались наши люди. Ну и у нас долгое время не было здания. Мы жили в страшном маленьком здании. И деревянном, наверное, деревянном, да? одноэтажном. У нас во дворе была вода. И в 2020 году открылся новый Дом культуры «Кедр», в котором нам выделили немало места. И у нас появилась вот такая вот свободная комната. Очень уютная, кстати. Да, это должна была быть комната специалистов, но специалистов у нас не так уж и много, и мы должны сидеть возле своего фонда, поэтому мы решили, что здесь мы можем все-таки собрать свою музейную коллекцию. И началось все с 2020 года. Да. То есть уже 4-й год, в принципе, Ну, да, пошел? получается, да. Первыми нашими экспонатами, но вообще как зародилось, конечно, ни для кого не секрет, что Табагинский лесокомбинат, так назывался раньше Табага, да, новая Табагинский лесокомбинат. У нас здесь был деревообрабатывающий цех, это было одно из основных предприятий, которое давало рабочие места, и исправительная колония номер 7. То есть большинство жителей работали там. Ну и, конечно, в те давние лихие 90-е и нулевые очень много всего выходило кустарной работы именно оттуда. В домах у нас были табуретки, у нас были хлебницы, ножи, картины, рога, все, что можно было иметь в доме оттуда, все у нас было. Но со временем это ушло, когда в магазине появилась свободная продажа, все, что можно приобрести, мягкую, твердую мебель и прочее разное. У людей появились деньги, и мы стали потихоньку от всего вот этого избавляться. Так. Но, тем не менее, у меня дома остались четки, которые давайте я вам покажу. Мы уже их видели, сейчас покажем нашим телезрителям. Которые я в какой-то момент хотела выкинуть, но мне как будто бы стало жалко все-таки. Вот. И я думаю, ну почему бы и нет? Почему бы нам не начать вот все-таки рассказывать здесь, собирать то, что было когда-то у нас, каждый уважающий себя табагинец имел четки, ручки кустарного производства. В школе мы все писали вот этими ручками, тут они у нас тоже есть. Ну и, в общем-то, с этого все началось. То есть можно сказать, что началось все с четок. Да. Так. Ну и все, вот я их принесла сюда. И первая наша дарительница, здесь работает с нами тоже коллега, Екатерина Алексеевна Власевская, она маме сказала: мама, мы там собираем. Вначале начали вот это вот все делать. И Ольга Петровна Масеева принесла нам первый самовар, домотканный половик и ткацкий станок. Там наверху, один пузатенький. Ну и так он у нас стоял. Здесь стоял стол, самовар, на нем висели четки, и вот тут вот лежал половик. Ну и слава богу, у нас сейчас уже есть мессенджеры, в которые мы написали объявления всем нашим вот этим вот табагинским жителям, раскидали по группам, что, уважаемые жители села, если у кого-то из вас есть экспонаты, какие-то предметы быта, которые, может быть, вам уже не нужны, вы не пользуетесь, где-то на балконе, в сарае, в гараже, то мы с удовольствием примем в дар. Ну и вот таким образом наши замечательные жители, они все нам стали приносить. Какие-то пуговицы от советской формы школьника, вот эти со звездой, да, какие-то бантики вот советского времени. Ну и вот так потихоньку. Вообще очень много всяких вот мелочей, из которых сформировано, там, знаете, ну вот какие-то вот эти вот станки, я не знаю, даже пользуются сейчас такими или нет. Ну, вот бигуди, я смотрю, у мамы такие, помню, были. Вот. Причем очень многие экспонаты в рабочем состоянии. Вот это вот у нас есть тут фен. Тоже его вот нам отдала буквально в этом году жительница
Людмила Зайцева, да, она вот последний раз на 23 февраля, по-моему, она говорит, я им еще сушилась и решила уже, ну вот так вот вставляется здесь такая трубка. Одна я, вот, кстати, не застала вот такого. Одна сюда вставляется, одна вставляется непосредственно в сам аппарат. Включается в розетку, надевается на голову. И он еще рабочий. Да. Улыбка. И вот и он работает. Вот и такая штука, вот ты сидишь очень красивая в колпаке, тебе там дует, гудит, вот это вот все сушится. Красота. Причем очень многие вещи, они вот даже, ну, не использованы. Очень люди хранили. Да, очень много люди хранили. Здесь заметно предметов, которые не распакованы еще. Да, не это самое прям. Потому что в то время же, давнее, я извиняюсь, завозили, вот партию привозили же в магазин, и все покупали. Потому что потом, когда привезут, неизвестно, все ходили в одинаковых халатах, ситцевых цветочек. И у всех обязательно были вот такие какие-то пельменные наборы, которые тоже, ну, не факт, что вы будете лепить пельмени, да, вот, но тем не менее он был у всех. Но должны быть. Да, надо брать, потому что в магазин завезли, выкинули на прилавок. А потом лежали, все это лежало, и люди вот хранили, не пользовались. До лучших времен, и вот так все и это вот с инструкциями, пошло в эксплуатацию. Вот всякими, да, все прям лежало. Лото. Лото, да, тоже действующий. Можем с вами потом поиграть. Есть, да, тоже отдали. И лото, и, ну, в общем, очень много всякого. Вот эти вот бутылочки, вот это я помню. Да, сдавали вот сзади вас вот висит сетка. Молоко. Вот сетки, там вот эти как раз бутылки. Вот. Талоны. Мы тоже обнаружили совершенно случайно эти талоны. Это был какой-то старый сценарий. Мы уже на нем писали давным-давно сценарий и куда-то убрали. Проходит вот 20 лет, и мы вот выяснили, что мы на этих талонах когда-то написали сценарий и каким-то чудесным чудом не выбросили. Да, вот это как на раз... получение спецпитания, молоко и другое. Вот. Мы заламинировали уже, потому что, ну, вот, чтобы не испортилось. Здорово. Да. Действителен на и год 1980 и дописывали. Многие вещи мы поднимаем у себя буквально под ногами. То есть люди за ненадобностью что-то оставляют, что-то не знают чему-то, может быть, ценности. Поэтому вот у нас есть там столовый набор, он выпущен в год Олимпийских игр. То есть это же были ограниченные серии, вот когда у нас в 80-м году проходила Олимпиада в Москве. И вот тогда к этому времени выпускали, тут в серванте стоят рюмки, называется «Чаша олимпийского огня». Так. Это нам тоже подарила Юлия Игоревна Киреева. Ох ты. Они тоже сервантное хранение, скорее всего, было, потому что даже с этикеткой. Это хрусталь, да? Да, это хрусталь, совершенно конечно. новые, да? Абсолютно новые. И вот, смотрите, знак. Юлия Игоревна работает у нас в Табагинской школе, и вот она нам такие рюмки отдала. Но они есть еще побольше бокалы, есть, по-моему, поменьше. Ну вот сам факт, что это... Многие спрашивают, сколько они стоят? Я говорю, я не знаю, они бесценны. Они бесценны, потому что это вот уже время. Вот такой сервиз нам привезли из Нижнего Новгорода, тоже бабушка на приданное своей внучке 82-го года в коробке. Хранила, и так этот сервиз как бы, ну, в общем, он не пользовался. Внучка привезла его нам и отдала. Прям в той же самой коробочке она нам его привезла, и он вот теперь у нас стоит. Ну, вот этот тот самый набор, который я говорила, столовый, он не полный. Конечно же, но мы его подобрали прямо на улице. Не хотела его брать, потому что у нас уже очень много всякой посуды. Я говорю, я не возьму его, я не буду. Но все-таки я его взяла, не смогла я его оставить там, где он был. И когда я его почистила, я увидела, что он вот как раз с этой олимпийской символикой. Вот эти кольца Олимпиады. Ну вот ножи как будто бы ими даже не пользовались. И вот маленькие ложечки. Здорово. Ну, очень много, у нас очень много ретро-групп в городе Якутске, в которых мы состоим. И если кто-то где-то что-то замечает, они сразу же пишут в эту группу. Да, я вижу, всем оставаться на своих местах, я еду из Табаги очень быстро. Вот этот светильник мы взяли на санточке в Мархе. Я говорю, я ехать не успеваю. Говорю мужу, звони другу, тот откуда-то там побежал, сфотографировал, мне забирай. Я говорю, рабочий, не рабочий, не знаю, но он рабочий. Мы его отмыли, почистили, и он вот работает. Ну, людям за ненадобность его не выставили, поэтому вот.
Все, что, в общем, все, что можно, мы стараемся. Ой, и кнопочка такая старинная. Ну вот проигрыватель у нас есть, который нам подарили лет 7, наверное, назад, но он у нас стоял в старой библиотеке, где-то там под шкафом, вроде и не нужен, и выкинуть жалко. Ну вот пригодился. Мы купили к нему отдельно колонки, он был без колонок, и теперь мы, конечно, вот... О, ничего себе! Да, теперь у нас играет музыка. Музыкальное сопровождение даже есть здесь, да? Здорово! Есть музыкальное сопровождение. Пластинок, конечно, тоже первое время мы с трепетом искали, собирали, потом вот как раз люди принесли. Ой, сколько пластинок, Да, так они же тоже очень много, сейчас мы все систематизировали, все расставили по алфавиту, мы же библиотекари, поэтому я внесла все в картотеку, все какие есть, чтобы вот так вот не искать, это же очень долго, поэтому у нас все по алфавиту, все записано, и мы вот пополняем свою аудиотека у нас такая. Но у вас тут очень здорово, что каждый уголок, он вот прям тематичный, да? Ну, у нас да, есть кухонный стол, да. Отдельно зона отдыха, да? Послушать музыку, посмотреть телевизор, послушать радио. Ну, такая советская квартира. В том углу вот у нас дети, которые за шкафом делают уроки, сидят там за шкафом в то время, когда здесь взрослые сидят. Дети сидят вот там на своей кроватке. Там комнатка детская у нас. Так, я еще хотела посмотреть гардероб. Давайте посмотрим гардероб. Сказали, что тут даже есть платье, которое не одеванное, бедный ребенок уже вырос давным-давно, да? Есть и такое платье у нас. Ну, во-первых, у нас вот коллекция чемоданов, которые сами по себе уже тяжелые, когда еще пустые. Я помню, как папа ездил с нами в отпуск с 2 чемоданами, с 2 детьми. Ну вот, участь всех советских людей. Шкаф у нас, как положено, на тряпочку закрывается. Так, да, обратите внимание. Вот, и здесь наряды на любой вкус. Ух ты! На любой цвет. Тоже была у нас такая модница. Дамочка нам вот передала свои платья. Ух ты! Так. Пальто. Надо же. Так, ну и вот это самое платьишко, которое девочка с этикеткой, ждала удобного случая, чтобы одеть. Ну, видимо, ребенок так и вырос. Смотрите. Не надевший никуда. Там, кажется, даже указан год. Город Новосибирск, да. А год у нас здесь? Здесь, по-моему, нету. В общем, не нашла. Нету, да? Написано, что хлопок, материал, да, мне кажется, вечный материал. Раньше все очень качественно, да? Сносу не было, так что вот так вот. Так, а там еще у вас кассеты, я вижу, да? Да, и аудиокассеты, и видеокассеты, и книги. 90-е. Ну, конечно, так как мы находимся при библиотеке, все, что у нас есть, мы стараемся ко всему добавить книги. То есть, если это шкаф, то значит у нас тут есть книга «Как одевались твои бабушки». Все по теме. Да, все по теме. Тут вот всякие панталончики и вот эти самые куколки, которые мы раньше вырезали, одевали, да? Поэтому, когда мы вот пополняем фонд, мы, конечно, стараемся для музея, для своей музейной коллекции. Ну, здесь вот книга нашего детства тоже. Так. Возле самоваров стоит книги про самовар. Здесь вот стоят энциклопедии старого быта, истории старой квартиры, вещи 20 века, истории семейных фотографий, в общем, возле фотоаппаратов, да. Поэтому мы стараемся, все наши экспонаты, большинство экспонатов мы стараемся сопровождать, конечно, литературой, потому что мы, как ни крути, находимся в библиотеке. Мне нравится еще вот это, да, это тоже. Это вот прям тоже у каждого ребенка было такое, да? Я помню. Мамочки берут у нас для фотосессий. Одалживают, да? Да, своих детишек фотографируют, делают черно-белые фотографии. Эти вот шапочки тоже Эти помню. тоже были у всех, да. Туфельки.
У нас очень много на самом деле обуви, но я уже летнюю обувь убрала в чемодан. Там целая куча вот всяких разных. Ну и еще у нас очень хорошая, конечно, новогодняя зона. Мы вот здесь вот оформляем прям Новый год. Елочку с советской ставите, елкой, со всеми вот этими игрушками, с хлопушками, с серпантином. Вот игрушки, с наверное, у вас тоже сохранились, да? Да, мы приобретаем очень много игрушек, стараемся, реставрируем что-то, что по силам, поэтому приезжайте к нам на Новый год. Да, здесь за атмосферой. Будет очень красиво, да. Все, вот новогодняя фотосессия, это у нас, конечно, и вот эти вот маски, зайчики, которые из папье-маше, и мишки. В общем, к Новому году у нас очень много всего. Так. Любимая моя зона, любимое мое время, мой любимый праздник. Мы прям в ноябре начинаем оформляться, целый месяц. Очень щепетильно все везде расставляем. Ну и без этого, конечно, тоже никуда. Никуда, да. Картину нам позвонили начальник пожарной части нашей, говорит: Елена Владимировна, у нас тут картина тоже вот на мусоре стоит, кто-то. Ничего себе, она еще такая большая. Да. Я говорю, конечно, мы заберем. Они вот нам принесли, и вот она огромная. Ну, мы не трогаем, стараемся. То есть то, что мы можем реставрировать, мы, конечно, делаем. А здесь я не мастер, поэтому я думаю, что пускай она останется пока в таком виде, потому что у нас нет специалиста, который смог бы нам ее починить. Поэтому мы ее... Это нам подарил наш землеустроитель из администрации. Мы все время к ней приходим. Яна Витальевна сидит, а напротив у нее вот висит картина. Я говорю: Яна Витальевна, не хотите вы пожертвовать? Она вот нам, да, тоже подарила эту картину в дар музею. И вот этого Владимира Ильича, она тоже нам, вот у него немножко нету носа, еще вот тоже ручки не дошли. Ну, в общем, здесь мы его оформили. Вот такой вот уголок у него тут свой, с почетными грамотами. Это наша старая вывеска из старой библиотеки, когда я пришла работать 23 года назад. Вот такая вывеска была. Да. И вот как раз наши колонисты тоже делали. Такая... Ну, тоже так, довольно такая советская, да? Да. Ага, сохранилась еще с тех времен. Так что, ну, работы еще много. Для реставрации очень много. Вот саночки нам тоже принесли. Ну, мы пока еще вот их... Они делали же, вот, клепали прям клипсами вот этими. Поэтому хочется оставить, чтобы было как вот так вот, не менять на современные шурупы. Ну, вот сохранить. Да, ну, пока вот еще в раздумьях. Как бы сделать так. Ну и, конечно, все же знают, что я увлеченный этими делами человек. Мы приехали в гости к родителям мужа. Они живут в Синске. Первое, куда меня повез муж, это на деревенскую свалку. Так. Ну, особо много там мы не нашли. Мы нашли там арфу, но она, к сожалению, ушла сейчас к музыкантам наверх. И вот этот вот старый проигрыватель, но он без колонки тоже. Ага, это черный. Да, вот этот к нам пришел как раз из Синска, с их мусорного. Это примерно какого года получается? Так, ну, наверное, на нем должно быть написано, я вам даже не скажу. Я смотрела, ну, конечно, мы ведем учет всего того, что у нас есть. Мы записываем всех дарителей, которые, ну, просто люди приносят, я не знаю, что это, не знаю, какого года, мне не надо. Поэтому мы смотрим в интернете, стараемся найти всю информацию, которая есть по шкатулкам, по проигрывателям, по машинкам, в какого года выпуска. Вот это как раз те самые ручки, про которые я вам рассказывала, что у каждого ученика в Табагинской школе, может, не только в Табагинской, были вот такие ручки. Я помню такие. Тоже такими писали, да? Вот, поэтому мы учитываем все, что нам приносят люди. Ну, в целом, я пока еще помню всех своих дарителей, все вещи, ну, кто какую вещь подарил, по фамилиям, по именам, я, конечно, дарителей помню. Но, тем не менее, я вношу все это. Мы размещаем у себя на сайте благодарственные слова всегда, перечисляем фамилии, ну, согласие людей, конечно. Поэтому, ну вот пока что как-то так. Такое чувство, вот хочется вот каждую мелочь здесь ходить, разглядывать, трогать, да, вот как-то вот слишком мало времени, мне кажется, здесь нужно вот полдня, наверное, посвятить, чтобы в каждую деталь разглядеть, пощупать, да, повспоминать, поностальгировать, да, вспомнить какую-то историю. Вот мы говорили даже про консервные вот эти банки, да, повидло.
вы сказали, вроде бы и 2000-е годы, 2000 да? года, Но да. тем не менее, по виду уже 23 года. Да? Как бы не отравиться случайно. Это вы где-то тоже нашли? Это мы, да, у нас вот сейчас шла зачистка старых сараев, потому что освобождали территорию, новые дороги делают и прочее разное. И вот в этих самых сараях они там, ну, хозяева открывали, все вот это доставали, убирали. И вот и мы там как, они нам звонили, приходите, посмотрите, что вам надо. Мы с огромным удовольствием шли, и вот что-то там оттуда. Как раз вот это самое повидло, оно было в одном из сараев. Так. Так, ну что еще? Вот бабушка нам одна отдала свои чулочки, тоже, видите, с этикеткой. Совершенно Да, новенькие, да? да, лучших дней оставляла в какой-то момент, но, видимо, так и не пригодились они ей, и она вот отдала свои чулочки нам. Как полагается, горшочек у детских кроватей. Одну кровать нам передали из Старой Табаги, а одну кроватку мы привезли из Ухты. Город Ухту ездили, и вот оттуда. Ну, стараемся собирать, конечно, помимо вот советских, еще все-таки эти персонажи, но это уже такие более современные игрушки-то. Ну, раз они есть, мы их... Калейдоскоп у нас есть вот такой, посмотрите, красота там внутри. Да. А сзади еще платья нарядные, да? На выход. Платья очень нарядные, да, с люрексом. Ага, обязательно. Посмотрите, да. Ну, хочется даже вот, знаете, не то чтобы на хранение отдать, а самому что-то носить, пользоваться. Нету такого желания? Ну, мы иногда собираемся с девочками по пятницам, они приходят, какие-то игры играем того времени. Ну, мы играем, правда, там в холле, но тем не менее здесь устраиваем чаепитие, достаем всякие кружечки, самовар, надеваем вот это вот все. И проводим время здесь, песенки поем. Так что... Тоже тематические такие вечеринки. Да. Ну и у нас, конечно, большинство экспонатов действующие, поэтому если что-то надо кому-то на фотосессии, кто-то проводит мероприятия, мы с удовольствием одалживаем, без всякого этого всегда идем навстречу, всегда помогаем, потому что это собрано руками людей фактически, они же все это сделали, поэтому мы не закрыли за семью замками. Приходите, смотрите, если что-то надо. А часто приходят, есть желание у людей приходить, смотреть, конечно, приезжают специально? Да, приходят. Ну, дети, у детей, если честно, нету такого, ностальгического. Им не совсем понятно, Да. Когда долго рассказываешь, им становится скучновато, им все-таки больше они любят коллекцию фотоаппаратов. Они любят пощелкать, пофотографироваться, как будто бы ты меня, я тебя, ты меня с телефона, я тебя фотоаппаратом. Ну, вот так вот. Ну, а взрослые, конечно, когда приходят, каждый находит для себя что-то знакомое. Да, значок. Потом найду. У каждого что-то свое из детства, из молодости, какие-то воспоминания, еще что-то. Поэтому взрослые, конечно, любят тоже приходить, посидеть. Ну, такая атмосфера. Коллеги, когда приходят, все говорят: Алена, ты дома? Ну, то есть здесь ли я? Ваш дом. Внутри в музее. Ты дома или ты на работе? Я дома. Поэтому, вот такая домашняя атмосфера уютная, поэтому мы любим все сюда. У нас в течение рабочего дня бывают 5-минутки, что мы приходим сюда, посидим, поболтаем на отвлеченные темы, отдохнули 10-15 минут и пошли дальше работать. Ну, дальнейшие планы какие по сбору, по музейной деятельности конкретно? Ну, вообще, в целом, конечно, хотелось бы получить статус официального музея. Во-первых, у нас мало места, нам хочется расшириться. Побольше. И я прям уже покушаюсь на фойе, на холл, вот туда хотелось бы уже мне вылезти. Ну и получить статус официального музея, но музея при библиотеке. Пока у нас нет такой возможности, у нас не совсем готовы документы на здание, поэтому мы не можем пока участвовать в каких-то заявочки подавать, еще что-то. Ну, хотелось бы оформить все это официально, чтобы это был прям музей при библиотеке села. Не просто наша музейная маленькая коллекция, которая
Хотелось бы. Даже там, ну, может быть, без ставки, без денег, то есть это же вот такая вот работа от души, но хотелось, чтобы вот эта работа имела статус официальный, чтобы никто не пришел и не сказал, вот это мое, я там заберу, или это, знаете, ну вот так. Хотелось бы все это сохранить и, ну, понять, что я не всегда буду работать, да, чтобы это осталось, и после меня какой-то, может быть, след. Действительно, такие хорошие слова, Елена, вы сказали. Я бы хотела пожелать, чтобы обязательно вот все, что вы сказали, да, обязательно осуществилось в ближайшее время, да. Действительно, здесь вот не чувствуешь, когда заходишь в музей, кажется все таким каким-то, ну, аккуратно, не трогать, что-то еще, а здесь прям вот как дома, да, чувствуешь, хочется и посидеть, и что-то послушать, да, и чай попить. Наверное, предстоит еще более интересная работа впереди. Да, конечно. Я желаю, что... Спасибо вам огромное. Спасибо, что приехали. Да, спасибо огромное. Вам спасибо за гостеприимство и за такую интересную экскурсию. Спасибо. На этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Встретимся в следующих выпусках нашей программы где-нибудь еще и обязательно будем держать вас в курсе самого интересного. Оставайтесь с нами.